кибератаками, с мошенническими схемами, это в первую очередь связано с утечкой персональных данных. Когда мошенники получают доступ к персональным данным. Если сейчас обратить внимание, да, сколько население Казахстана потеряло денег, да, с использованием этих схем, то это на самом деле колоссальная цифра, там она выходит за миллиарды. И деньги, когда уходят, они не возвращаются. Потому в первую очередь я думаю, что для населения это связано с тем, что используя, ну это самое тяжкое, да, что можно предположить, что может быть, да, это когда мошенники будут использовать ваши данные. Да. Второе, то, что мошенники это одно. Плюс еще различные, знаешь, когда ты будешь получать какие-то рассылки бесконечные, да, это тоже не очень хорошо будут приходить от различных компаний. То есть базы данных, они нелегальным способом покупаются за большие деньги. То есть когда люди получают доступ, да, они могут использовать это и в коммерческих целях, и в то же время в мошеннических. Все, что касается передачи персональных данных, защиты персональных данных, это уже уровень такой государственной безопасности. То есть это уровень немножко выше, и государство отвечает за сохранность этих персональных данных. Я очень удивляюсь, да, когда сейчас такие заявления, что ну ладно, ну что там ушли. И вы понимаете, что 16,5, сколько населения Казахстана? Это практически все население Казахстана. Я не знаю ни одного, ну может я сейчас ошибаюсь, ни одного такого коммерческой структуры, у которого были бы персональные данные 16,5 миллионов Казахстана. То есть это практически все данные, да, ну, всего населения. И это может быть использовано на самом деле в очень таких преступных и корыстных целях, которые будут в первую очередь использованы против казахстанцев.